Поэтесса Зарета Ахильгова в кругу коллег по перу отметила 10-летний юбилей своей творческой деятельности. «Свобода от отходов». Открытый урок прошел в 15-й школе Назрани. Конкурс по проекту «Спаси Грута» набирает популярность. 3 золота и 1 серебро. Ингушские шахматисты заняли призовые места на первенстве СКФО. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Ингушетия полностью освоила выделенные средства на реализацию федерального проекта сохранения лесов. Об этом заявил полпред президента ВСКФО Александр Матовников в рамках совещания по актуальным вопросам развития лесного хозяйства в округе. Во встрече принял участие председатель правительства Ингушетии Константин Цуриков. Премьер-министр проинформировал полпреда, что в целях реализации нацпроекта «Экология» в текущем году регионам приобретено 18 единиц лесопожарных машин, оснащенных средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, в том числе 4 единицы малого лесопатрульного комплекса, 6 автомобилей повышенной проходимости, 3 единицы малого лесопатрульного комплекса и 1 универсальный лесопожарный модуль. Премьер сообщил, что в рамках регионального проекта сохранения лесов в текущем году в республике проведена работа по посадке лесных культур на площади 65 гектаров, в том числе лесовосстановлению на площади 15 гектаров и лесоразведению на площади 50 гектаров. В следующем году планируется закупка лесопожарной техники и лесоразведения на площади 30 гектаров. Охоту на любителей погонять по встречке объявили инспекторы ГИБДД. Это один из самых опасных видов нарушений правил на дорогах Ингушетии. Выезд на встречную полосу и превышение скорости в большинстве случаев приводит к плачевным последствиям как для лихачей, так и других участников движения. Кадры с мест ДТП регулярно пополняют ленты соцсетей. Статистика неутешительная. Итоги очередного рейда в сюжете нашего корреспондента. Ежедневные сводки ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях и цифры, свидетельствующие о безответственном и халатном отношении водителей, от которых порядком устали жители республики, не говоря уже о тех семьях, которые вынуждены в лучшем случае проводить дни и ночи, заботясь о своем родственнике в реанимации. Составляет протокол по статье 12.15, часть 4. Выезд на встречную полосу дороги предназначен для встречного движения. Наиболее опасный маневр – выезд на встречку. Любители полихачи часто оправдывают свое нарушение непредвиденными обстоятельствами, что, по их мнению, дает им право демонстрировать неуважение к остальным участникам дорожного движения. Редко среди автолюбителей находятся поклонники так называемого шашечного обгона – перестроения в момент интенсивного движения с несоблюдением безопасной дистанции и бокового интервала. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками дорожно-патрульной службы был выявлен ряд таких правонарушений. Водители привлечены к административной ответственности. Им выписан штраф в размере 5000 рублей. В отношении также некоторых водителей рассмотрен вопрос о лишении права управления транспортным средством. Методы воздействия на таких водителей у стражей порядка на дорогах одни и те же. Если раньше за такое нарушение автолюбитель мог отделаться символическим штрафом суммой в 1000 рублей, то с 2019 года его размер вырос до 5000 рублей, а повторная выходка лихача обернется лишением прав. Выезд если первый выезд, штраф. Рейдовые мероприятия сотрудников дорожно-патрульной службы призваны в первую очередь выявить нарушителей и, конечно же, снизить число аварийных происшествий на дорогах республики. Важно отметить, что наблюдается хоть и небольшая, но положительная динамика в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. За 11 месяцев 2019 года в Республике Ингушетия зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек погибло и еще 262 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество ДТП снизилось на 19,2%. Число погибших в них людей снизилось на 18,3%. По числу раненых также произошло снижение на 21,6%. Призыв сотрудников госавтоинспекции к участникам дорожного движения все так же остается неизменным. Избегать беспорядочного маневрирования, быть бдительными и предельно аккуратными на дорогах. Жареда Култоева, Адам Юрюшко, Магомед Белакиев, Новости 24.
Памятные фотографии, цветы, признание коллег и друзей. Ингушская поэтесса Зарета Ахильгова отметила 10-летний юбилей своей творческой деятельности. Вечер с говорящим названием «Дарите людям доброту» проходил в Доме культуры Яндаре. Поддержать поэтессу пришли все, кто неравнодушен к красоте ее литературного слога. Жаредат Халухоева тоже присутствовала. نسو مشت دعادو سي دال قلاج حمل خزخ واخر خلد ديزلي. Подобно этим строкам, сарказмом и иронией, с неподражаемым женским взглядом, который носит хоть и хлесткий, но честный характер. 10 лет назад и ворвалась Зарета Ахильгова в мир поэзии и творчества. Это вторая ее жизнь, ставшая достоянием ингушской литературы, благодаря людям, что были рядом. Доброта братьев и сестер, которые они вложили в нее с самых ранних лет, оставила след. Именно она выливается сегодня на страницы книг в виде стихов, рассказов и очерков. 10 лет назад я начала уже серьезно об этом задумываться. Уже начала задумываться над тем, что нужно издавать сборники, что нужно писать уже обо всем и обо всех, о ком можно писать и нужно писать. Поэтому сегодня 10 лет именно вот моему такому профессиональному творческому пути, если можно так сказать. И что за эти 10 лет я смогла сделать? Ну, выпущено 4 книжки, 3 на русском языке, 1 на ингушском языке. Готовые у меня 2 книги еще лежат на ингушском языке и на русском языке. 2 книги лежат. Скоро, я надеюсь, что они увидят свет. Писать стихи Зарета начала еще в школьные годы. Тогда, будучи 8-летней девочкой, бабушка забирала ее к себе на лето. И та трогательно прощалась в стихах со своим котенком, цыплятами и прочей домашней живностью. Позже ее поэзия стала серьезнее и стала звучать на различных литературных конкурсах и фестивалях. Звучит она и сегодня, но уже в исполнении ее маленьких почитателей. Простые и понятные строки о родине, матери, красотах природы и многом другом, что являет себе многообразие нашей жизни. Каждый год издавать хотя бы один сборник стихов для нее уже стало традицией. Откровение о времени, о дружбе, о любви. Поэзия, согретая сердцем. Уже в названиях чувствуется что-то родное. В них все сокровенные мысли, мечты и надежда поэтессы. Они настолько близки и понятны, что никого не оставляют равнодушными. У нее душевные, такие мягкие, душевные, очень мудрые стихотворения. Но однажды я ей сказал, она читала стихи на русском языке, но я потом сказал, я говорю, я бы хотел за это услышать твои стихи на родном языке. И первые ее стихотворения на родном языке показали, что она также может прекрасно писать как на русском, и на ингушском языке. Познакомились с ней на ее очередном творческом вечере, и впечатление, которое произвело на меня вот ее стихотворение, посвященное матери, просто невозможно описать словами. Это было настолько трогательно и волнительно. Действительно, поэт или поэтесса, которую восхваляют мать, они не могут не вкладывать в эти строки свою душу. И она это сделала превосходно, потому что она очень рано потеряла маму, поэтому это слова, идущие от души, естественно, воспринимаются зрителем очень трепетно. Несмотря на разные жизненные трудности, Зарета никогда не прекращает доверять бумаге свои чувства и мысли. За пределами нашего региона Ахильгова имеет большую популярность. О ней даже снят документальный фильм, переведенный уже на английский язык. В стихи она вкладывает всю душу, возможно, поэтому у нее так много поклонников. Сама же Зарета, рассказывая о своих творческих успехах, скромничает. По мере возможности посещать и фестивали, и, как вы сказали, собирать людей, проводить вечера у нас в республике. Также я частый гость и кисловодских санаторных залов. Я лет 8 уже там выступаю, показываю наше творчество, рассказываю о нашем народе, о быте, о том, как живут ингуши.
10 лет – это время, когда на важные встречи собираешь не просто почитателя, а своих друзей. Вот и сегодня в этом зале семья поэтессы, родные и близкие. Они посвящают заслуженной писательнице много искренних слов и просят лишь об одном – жить счастливо, а главное – творить и дальше. Мне кажется, это самое главное, что поэт, писатель может сделать, да? То есть войти в душу каждого человека. И творчество Азареты, оно сегодня именно так. Оно в каждом из нас пробуждает те какие-то хорошие чувства и воспоминания, которые обуревают каждого из нас тоже, но мы с вами не можем это изложить и понять поэтически. Поэтому я очень рада и очень благодарна за ваше творчество вам, потому что вы нас ведете к красивому, к душевному. Учить людей стихами, прозой должен тот, кто сам состоялся, у кого хорошая семья, у кого хорошие дети, кто может людям показать пример. А вот я могу вот так, а вы можете так. Вы всего этого заслужили. Спасибо. Мне хочется, конечно, пожелать, чтобы рядом всегда были надежные друзья. Только сильная личность может дать подняться другому. Я каждый раз это повторяю. Добрая, любящая мать, бабушка, достойная женщина, усердная домохозяйка, посвятившая себя перу. Друзья Зарета Ахильгова отметили, что она легко совмещает поэзию и семью. Всегда открыта для тех, кто нуждается в ее совете или помощи. А сама поэтесса обещает уже скоро порадовать читателей новыми произведениями. Жарадат Хулухоева, Магомед Белакиев, Новости 24. Свобода от отходов. Открытый урок с таким названием состоялся в 15-й школе Назрани. Экоурок проходил уже в 4-й раз в рамках учебно-просветительской программы проекта «Спаси Грута». Экологическая грамотность и привитие молодому поколению культуры раздельного сбора мусора – главный посыл мероприятия. В интеллектуальных играх свои знания показывали учащиеся разных классов, а для зрителей была подготовлена познавательная викторина. Репортаж Микаила Тангиева. Интеллектуальная игра под названием «Эко-умники» в формате брейн-ринга – это отличный способ выявить у учащихся знания об окружающей их природе. Ребята, разбившись на две команды, стараются как можно быстрее отвечать на вопросы ведущего. Но именно в таких соревновательных битвах в игровой форме школьники узнают что-то новое для себя. Сколько лет выброшенную в лесу бумагу сидят микробы? Экологическая проблема – одна из наиболее важных задач для человечества, от решения которой зависит будущее всей планеты. И даже такие небольшие экологические акции мало-помалу способны переломить сложившуюся ситуацию. К слову, молодежь нашей республики в последнее время активно включается в процесс сохранения окружающей среды. Я очень многого узнала для себя. На самом деле, так интересно и увлекательно. Все вот это мероприятие. Я внимательно слушала, о чем они говорят. Это было очень интересно. Если каждый будет следить за тем, что вокруг его окружает, и весь этот мусор, если они будут за собой убирать, будет намного чище и приятно просто будет самому себе. Общешкольный открытый урок проводится уже в 4-й раз. Организаторы в лице Центра молодежных инициатив совместно с экологическим клубом «Эколав» уверены, что такие мероприятия будут способствовать улучшению экологической обстановки на территории республики. Образовательная часть, которая проходит в данный момент, у нас ведется экологический конкурс по сбору макулатуры среди 8 школ. То есть в ней участвует более 9000 школьников, которые собирают макулатуру. Сам конкурс продлится с 2 декабря, он начался, и продлится до 15 января. По результатам этого конкурса победителей, как и в прошлом году, наградят подарками и отправят на различные экскурсии. В будущем организаторы намерены участвовать и в других конкурсах, чтобы установить в каждой школе республики пункты приема макулатуры, батареек, пластика и других отходов. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. А юные знатоки священного писания собрались на одной площадке, соревновались в правильном чтении Корана. Акцию в Малгобеке для детей и родителей провел благотворительный фонд «Мир добра» совместно с волонтерами. Принять участие в викторине по знанию аятов священного писания и ответить на вопросы жюри мог любой желающий. А вот кто сделал это лучше всех, знает Тамара Хашагульгова. В программе мероприятия запланировано проведение конкурса на чтение сур из священного Корана. Исламская викторина. Сейчас у нас конкурс на лучшее чтение суры из Корана. Есть желающие? Зал забит до отказа. Несколько десятков участников со всех уголков Малгобека и Малгобекского района борются за звание лучшего в знании аятов из священного писания. Будущие хафизы в ожидании.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Свои знания маленькие участники демонстрируют один за другим. Хадижа Бокова в таком состязании участвует впервые. Готовилась долго и упорно. Но вот волнение перебороть до конца все же не вышло. Однако девочка надеется на хороший результат. После того, когда я прочитала аят, мне задавали вопросы, 15. Но из них я ответила только половину. Но это для меня, я, наверное, думаю, что я правильно ответила, и это будет замечательно. Знания маленьких хафизов проверяют строгие судьи. Они оценивают умение правильно и выразительно читать, а также знания основ религии. قرآن دیشان تو بیرز قرآن دیشان غلط دودت از دو اشوالاقه واز خص وازیش خص دیش خص دیش غیرتش چون که حاجة بالله أطوبوا خص دیش هم كلية. Поддержать маленьких знатоков пришли самые близкие – мамы, бабушки, братья и сестры. У Люды Гандалоевой в конкурсе участвует дочь, ей всего 8 лет. Но Люда надеется, что ее девочка хорошо выступит перед судьями. Я ее готовила. Она расскажет «Уллах ахада». Мы готовились к этому мероприятию. Мы старались, целую неделю учили «Уллах ахада», и я думаю, что она выиграет у нас. Конкурс, в котором смогли поучаствовать все желающие, подходит к концу. Теперь время подсчитать голоса и объявить призеров и победителей. Их здесь порядка 10 человек. Половина из них соревновалась в чтении джуз из Корана, а другие в знании основ религии. Второе место Сарою Ибрагим. Лучшей из лучших сегодня стала Самира Гандалоева. У нее заслуженное первое место по итогам викторины. Девочка даже не ожидала, что ее старания будут так высоко оценены. Я очень рада, что я получила первое место. Я не думала, что я получу первое место. Мне задали 15 вопросов. Я ответила 14 вопросов. Подарил детям веселый праздник благотворительный фонд «Мир добра». Он открылся чуть больше 2 лет назад. Однако такого рода исламскую викторину они проводят впервые. Это, к примеру, они подготовили вместе с волонтерской группой «Орстхо». Это большой стимул для детей, чтобы изучать религию, выучить аяты и суры из Священного Писания. Мы организовали данную акцию, чтобы дети могли в первую очередь провести досуг, весело провести время, пообщаться с сверстниками, также проявить себя в конкурсах, так как у нас есть умные, есть и одаренные дети, и творчески развитые дети. И вот у них есть возможность проявить себя и пообщаться, познакомиться. Исламский конкурс первый в активе благотворителей, но точно не последний. По словам президента фонда, он должен стать традиционным. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Эмран Хамхоев завоевал бронзовую медаль чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 лет. Соревнования прошли в Нальчике. За награды в 10 весовых категориях боролись 300 участников со всех регионов страны. Чемпионат был отборочным в национальную сборную России по боксу. Эмран Хамхоев выступал в весе до 56 килограммов и вошел в состав национальной сборной команды России. Уверенно дойдя до полуфинала, Эмран уступил лишь спортсмену из Челябинска. 3 золотых и 1 серебряную медали завоевали ингушские шахматисты на первенстве СКФО. Состязания по блицу проходили в Кабардино-Балкарии. Ингушскую школу шахмат на турнире представляли 4 воспитанника спортивной школы Ади Ахмад. Все они завоевали призовые места. Хава Гагиева продолжит. То, что шахматы развивают логику и учат быстрому принятию решений, давно доказано. А вот препятствует ли это учебе, задаются вопросом многие люди. Однако для молодого спортсмена Магомеда Мяслыурова шахматы – неотъемлемая часть его жизни. Благодаря этой игре парень научился сосредотачиваться, что не раз помогало ему и в учебе тоже. Предпочтение Магомед дает классическим шахматам, но на турнире сыграл в блиц. Я сыграл 7 матчей, 5 из которых выиграл, и 1 сыграл ничью, 1, соответственно, проиграл. Но как бы я сначала выиграл 2 партии, позже мне пришлось играть с представителем Карачаево-Черкесской республики. Со счетом 1-1 закончился наш первый матч. Позже у нас был микроматч из 3 партий 3+2. Там я показал хороший результат, выиграл 2 партии, 1 ничью сыграл.
Шахматы – спорт для интеллектуалов. Эта игра требует сосредоточенности, умения предугадывать ходы и даже воздействовать на пространственное мышление. Существует несколько видов игры в шахматы, один из них – блиц. Вот только каждый ход ограничивается временем. Таким образом, нужно продемонстрировать свое умение быстро принимать решения. 4 наших ребят, лучших блицоров, скажем так, мы отправили, и 3 первых места, 1 второе место привезли ребята. И отобрались на Россию. Вообще-то наша 5-я попытка, вот 5 лет с нашей республики ездим мы на СКФО, в основном на классические шахматы, там у нас тоже есть награды, но вот именно золота не было в республике, и вот сейчас сразу 3 медали. Участие в турнире приняли шахматисты разных возрастов, в их числе и совсем юные участники. За 4 года на счету у маленькой Алии Харсиевой немало побед, но это ее первое серьезное соревнование в шахматных баталиях. Девочка признается, больше всего ее забавляет, когда игра идет на скорость, а быстрое принятие решений очень важно. В этот момент на черно-белом поле разворачиваются серьезные поединки. И в ответственный момент у девочки имеется особая стратегия, к которой она нередко любит прибегать. У меня дебюты есть, это шотландка, этот D5 толкать. Но некоторые не знают на это, как играть, и проигрывают. Шахматы очень древняя игра, и до сих пор нет точных сведений, где и когда она появилась. В свое время шахматы переживали как огромный рост популярности, так и спад. Но всегда были люди, кто с большим удовольствием играл в эту игру. А в республике этот вид спорта набирает новые обороты. Что касается фестиваля, он открыт, и шахматы набирают популярность нашей республики, это заметно. То есть больше 100 детей, любой турнир сейчас детский собирает. И вот на последнем фестивале у нас был гость, он довольно известный, чемпион мира по быстрым шахматам, по блицу, Сергей Корякин. Вот его слова нас тоже мотивируют. Он говорит, что в его окружении, на его уровне шахматисты об этом фестивале знают и обсуждают, и ждут приглашения. То есть это для нас тоже задел, чтобы мы двигались дальше. Спортивный клуб «Ади Ахмат» планирует и в дальнейшем принимать участие в различных турнирах и радовать республику своими блестящими победами. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Россиян ждет короткая первая рабочая неделя 2020 года. Она продлится всего 2 дня. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, а первый рабочий день выпадает на четверг, 9 января. Соответственно, россияне отработают 9 и 10 января, а затем уйдут на выходные. Кроме того, последняя рабочая неделя 2019 года тоже будет двухдневной. На работу нужно будет выйти 30 и 31 декабря. При этом уже в 6 регионах страны последний день года официально станет выходным. В Крыму, Томской, Псковской и Кировской областях, на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.